23 сентября 1989 года был принят закон о госязыке. Уже почти 30 лет День государственного языка широко отмечается в Кыргызстане. За это время сама концепция государственного языка и необходимости владения им для всех граждан страны не раз активно обсуждалась. Однако стоит отметить, что в последние годы пропаганда изучения кыргызского ведется довольно активно. О том, какие плоды принесли эти старания, в нашем следующем материале. Считанные дни остались до празднования Дня государственного языка. Каждый год в преддверии этого праздника литераторы и языковеды проводят масштабные мероприятия, обсуждая проблемы по внедрению и развитию госязыка. Эксперты сходятся во мнении, что в данное время кыргызский язык скорее можно назвать национальным языком кыргызов, а не государственным языком всей страны. На сегодняшний день госязык и национальный язык не имеют различия. Я считаю, что национальный язык развивался и раньше. Сегодня многие документы пишутся на русском, а потом только переводится на госязык. Это неправильно. В данное время для развития и совершенствования языка проводится масса различных мероприятий. Так, например, высокопоставленные сотрудники муниципальных и государственных служб в обязательном порядке должны владеть государственным языком. Для проверки их знаний в 2014 году было введено специальное тестирование. Однако уровень госслужащих владения языком за 2 года нисколько не изменился. Однако государственным языком должны владеть не только госслужащие, но и каждый гражданин страны. Я думаю, что система Кыргызтест поможет. И мы этим не будем ограничиваться. Будем каждый год улучшать качество. Политика внедрения госязыка в Кыргызстане кажется довольно мягкой, если сравнить меры, принимаемые в этой сфере, с нашими ближайшими соседями – Казахстаном. Действенная программа по развитию государственного языка реализуется в стране уже на протяжении нескольких лет. Таким образом, можно заключить, что кыргызстанцы не станут знать кыргызский язык лучше до тех пор, пока власти не займутся этой проблемой более серьезно.